Очевидцы вспоминают, что когда Салька готовился к операции по захвату Хасухи, его мать, почувствовав недоброе, спросила, куда он собирается. «Мама», — ответил он, — «я иду на зверя. Сегодня я поймаю живого волка». «Сынок, живого волка еще никому не удавалось поймать. Умоляю тебя, оставь эту затею. Значит, я буду первым, кто поймает живого волка». Не столько для матери, сколько для себя, повторил упрямый чекист. «Я возьму его и только живым». Мать понимала, о каком волке идет речь. Она несколько раз просила сына не преследовать Абрека. Старалась убедить его в том, что Хасуха стар и вреда уже никому не приносит. В последний раз мать попыталась удержать сына. «Сердце мое чувствует недоброе. Не ходи туда», — умоляла она. Но слезы матери не подействовали. Он был уверен, что на этот раз с Хасухой будет покончено. Было свежее раннее утро, едва светало, когда Салька с группой чекистов подъехал к селу. Аул еще спал, слышалась перекличка петухов, но растревоженные собаки подняли дружный лай. Это насторожило Хасуху. Он вскочил, метнулся к окну. Двор был полон вооруженных людей в офицерской форме. Капкан захлопнулся. Надо было срочно что-то предпринимать. Со двора донеслось: «Хасуха, выходи. Дом окружен, сопротивляться бесполезно». Хасуха схватил стул и сильным ударом выбил раму. Зазвенели стекла. Снова раздался голос Салька. Хасуха отлично знал этот голос. Сколько раз предупреждал он чекиста, чтобы тот оставил его в покое. Салька обещал, но слова своего не сдержал. Это подняло в сердце Абрека волну жгучей ненависти к преследователям, острое желание наказать лицемерного подполковника. В комнату через разбитое окно влетела дымовая шашка. Салька намеревался выкурить Хасуху, но Абрек сразу накрыл ее подушкой и выбросил во двор. Встал, прижавшись к стене, у самого окна, держа наготове нож. Расчет оказался точным. Салька буквально впрыгнул в окно и сразу попал в руки Хасухи. Крепкие руки всадили нож ему в сердце. В считанные секунды старик стянул с убитого шинель, завернулся в нее, надел шапку подполковника и вышел на задымленный двор. Чекисты не сразу поняли, что произошло, а когда опомнились, было уже поздно. Хасуха перепрыгнул через забор и скатился со скалы вниз. Ему вдогонку выпустили град пуль, но они не достигли цели. Хасуха укрылся под скалой. Выждав, пока кончится стрельба, пробежал еще 100 метров. Затаился. Впереди показался всадник. Хасуха вышел из укрытия и попросил уступить ему лошадь. Горец узнал Хасуху и отдал лошадь, уверенный, что тот вернет ее. Труды историк Муса Гишаев. Книга Муса Гишаев. Знаменитые чеченцы. Последний из абреков Хасуха Магомадов. Это лишь часть из книги «Сложной жизни Хасухи». Знаменитый чеченец, абрек Хасуха Магомадов, прожил тяжкую жизнь. В частых очень опасных ситуациях он бывал. Многое он перетерпел, многих он застрелил, защищая свой народ. Абрек Хасуха Магомадов относился к чеченскому Тукхуму Шуотой. Тукхум в Чечне известен также как Шатой-Цей.